Таємну зустріч у Баку провели делегації Берліна та Москви. Ймовірно, теми обговорень могло бути питання завершення війни Росії проти України. Таку інформацію підтвердив журналістам президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він розповів, що зустріч, ймовірно, відбулась 12-14 липня. Утім, він не може коментувати деталі переговорів, оскільки його представники не були присутні на події. І за його словами, територію Азербайджану нібито використали без відома офіційного Баку. Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його уряд не брав участі у цих обговореннях. Як пише агентство Bloomberg із посиланням на ЗМІ, зустріч у Баку з кількома соратниками Путіна провела неофіційна німецька делегація, до складу якої входили колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофала та колишній керівник землі Бранденбург Матіас Платцик. Про це говоримо далі. Ельхан Шахіноглу, політичний аналітик Азербайджану, долучається до нашого ефіру. Пане Ельхане, вітаю вас. Добрий день. Пане Ельхане, ну що ж, Ільхам Алієв каже, що нічого не знав про цю зустріч, тільки там по якимось перельотам вони змогли встановити, що вона відбулася. Чи можна вірити вашому президенту, що при нинішніх методах правління така зустріч могла відбутися без його відома? Ну да, вы правы. Во вчерашней пресс-конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он не был информирован о данной встрече в Баку. Это вызывает серьезные вопросы. Возникает несколько вопросов. Первый вопрос. Почему немецкая и российская сторона не уведомили о тайной встрече президента Азербайджана? Чего они боялись? Стороны должны были понимать, что информация о встрече не останется секретной, и это будет опубликовано, как было опубликовано в такой известной газете «Таймс». То есть, если это тайная встреча, и об этом не было уведомлено руководство Азербайджана, это будет воспринято как неуважение к принимающей стороне. Если бы официально Баку заранее знал бы об этой встрече и проинформировал, это оказало бы, наоборот, позитивное влияние на обсуждение. Потому что Азербайджан против войны, Азербайджан за мир, за то, что война остановилась, российская оккупация остановилась. Встречались и другие представители разных стран. Где-то 15 лет тому назад глава Генштаба России встречался в Баку с руководством НАТО. Потом были тайные встречи представителей Турции и Израиля. Но они все время информировали официально Баку. А на этот раз информации не было, и не было уведомлено азербайджанское руководство, что такая встреча будет. Второй вопрос. Если президент России Владимир Путин не согласен на прекращение огня с Украиной, то что тогда обсуждали с Баку? Что они обсуждали, эти стороны? И третий вопрос. Почему на встрече с немецкой стороны участвовали представители не нынешнего канцлера Мерца, а бывшего канцлера Ангела Меркеля? Известно, что президент России Путин очень тесно дружит с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. После того отставки Герхарда Шрёдера с позиции канцлера, Путин его назначил его представителем «Газпрома». И они до сих пор дружат. И понятно, что зарплата Шрёдера на нынешнем посту будет больше, чем на посту канцлера. Путин явно хотел бы, что на этой встрече были бы представители Шрёдера. Но Меркель тоже не мешает Путину. Наоборот, когда Ангела Меркель была канцлером Германии, она все время выступала за диалог с Путиным. Но все равно эти вопросы остаются, и пока нет таких ответов на эти вопросы. Но президент Ильхам Алиев отметил в Берлине тоже, если даже они не информировали руководство Азербайджана, хотя бы достигли бы результата. Но я не уверен, что результат был достигнут, потому что позиции России, позиции в оккупационной политике России ничего не изменилось.
Пане Ільхане, якщо ми подивимося на учасників цієї зустрічі, з російського боку були голова Ради директорів «Газпрому», колишній прем'єр-міністр Росії Віктор Зубков та голова Ради з прав людини при президентові Валерій Фадєєв. Обидва вони вважаються наближеними до Путіна, принаймні. А от з німецького боку це колишній керівник апарату канцлерки Ангелі Меркель Рональд Пофала та колишній прем'єр-міністр землі Бранденбург, екс-голова СДПН Матіас Плацек. От про що говорить саме такий склад учасників, яка його роль, на що вони взагалі можуть вплинути? Вообще-то этот вопрос надо задавать канцлеру Германии. Мне неизвестно, этот вопрос был задан. Ну, він так само знав, що уряд його не до чого, він так само не знав про цю зустріч. Якщо можна їм вірити взагалі. Даже сегодня с российской стороны была та же информация. Пресс-секретарь президента Путина Песков тоже сказал, якобы они тоже не информированы. Выходит об этой тайной встрече не знало руководство Азербайджана, не знало руководство Германии, не знало руководство России. Тогда эти люди кого представляли? О чем они говорили? Но если они встретились в Баку, о чем-то говорили, о чем-то они хотели договориться. Хотя, опять же, я уверен, что позиция России ничего не изменилась. Да, Германия среди европейских стран более заинтересована, чтобы война остановилась. В этом заинтересованы все страны. Но почему послали туда, как вы отметили, представителя бывшего канцлера Меркеля? А почему не представлял Германию представитель нынешнего канцлера? Но главный вопрос даже не в этом. О чем они договаривались? Вот надо спросить у них, вот тех людей, которые были в Баку, и были в одном гостинице Four Seasons, это одна из известных гостиниц в центре Баку, 4, 2 из Германии представители и 2 из России. Из этих 4 никто не дал информацию, никто не сказал, что какая-то встреча. Но я думаю, что и та, и другая сторона говорят не всю правду. Руководство России и руководство Германии было информировано об этой встрече. Кого же они представляли? Но Россия авторитарная страна. Не может быть, чтобы бывший премьер-министр России приехал в Баку и вел переговоры с представителем Германии, и об этом не знал Путин. Я думаю, это неверная информация. С германской стороны то же самое. Я думаю, что если там участвует представитель бывшего канцлера Германии Меркеля, Мерц не мог не знать об этих переговорах. А що стосується Баку, все ж таки так само лукавить ваш президент? Ну почему нашему президенту лукавить? Если такая встреча была и была известна президенту Азербайджана, он не стал бы скрывать этого. Зачем это скрывать? Але дивіться, ця зустріч була вже 10 днів тому. Чому він озвучив цю інформацію саме за таких обставин під час прес-конференції, вирішив оприлюднити? Но возможно такой вариант, что представители Германии и представители России попросили азербайджанскую сторону, что об этом не было информации. Но если об этом пишет газета «Таймс», потом это было опубликовано в немецких газетах, никакого секрета не осталось. Я думаю, что не уверен, что наш президент лукавит. Просто, наверное, была такая просьба, что об этой встрече детально ничего не рассказывать. Потому что последнее предложение президента Азербайджана в Берлине было такое, что Азербайджан заинтересован в окончании войны. Тайная эта встреча, не тайная эта встреча, это не имеет такого особого значения. Главное, чтобы была бы хотя бы какая-то договоренность, но я не уверен, что они, два представителя из Германии и 2 представителя России в чем-то, какие-то вопросы согласовали. Но вопрос остается актуальным. Почему тогда их прислали в Баку? Почему российская сторона прислала? Значит, они хотели о каких-то деталях поговорить, но какие детали нам неизвестны. А от наскільки взагалі поширена така тіньова дипломатія, скільки таких зустрічей може відбуватись, де говорять, зокрема, про Україну, без України, на різних рівнях, по різних каналах, і про які ми не знаємо?
Тоже хороший вопрос. Да, если Украина не участвует в этих переговорах, речь идет о дальнейшей судьбе войны и дальнейшей судьбе Украины, это тоже актуальный вопрос. Поэтому мне было бы интересно узнать мнение официальных лиц Украины. Знали ли они об этой встрече? Если знали, то какие детали там переговаривались? Потому что я вчера и сегодня не видел никаких таких заявлений со стороны украинского правительства, чтобы они что-то сказали об этой встрече. Но если и об этой встрече не знала и украинская сторона, то вообще какие-то договоренности не будут иметь никакого успеха. В Стамбуле была встреча Россия-Украина. Противоборствующие стороны вели переговоры. Эти переговоры велись раньше еще в Беларуси. Но без Украины вести какие-то переговоры, даже если другая сторона, Германия, которая поддерживает позицию Украины, это тоже странно. Это тоже странно, потому что, да, без Украины вести переговоры, это никаких результатов тогда не будет. Ну, МЗС України відреагувало на цю інформацію. Георгій Тихий, речник відомства, він, зокрема, сказав про те, що якщо і була така зустріч, то вона не є важливою. Ось, власне, така реакція. Можливо, є в цьому резон, що зустрічі, які відбуваються на такому рівні, не варті уваги. Но Украина должна быть уверена, Азербайджан никогда не пойдет против интересов Украины. Если переговоры велись в Баку, и результаты этих переговоров не отвечают интересам Украины, Украина должна знать, что это также не отвечает интересам Азербайджана. Недавно в городе Шуше, Карабахе, была глобальный медиафорум, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев и отвечал на вопросы. С Украины был известный ваш журналист Гордон, он в прошлом году тоже участвовал и задал вопрос президенту Азербайджана Украины, что вы посоветуете Украине. Тогда президент Азербайджана сказал, что не соглашайтесь на оккупацию. То же самое президент Гордон задал этот вопрос и в этом году то же самое ответ и получил. Получил, что не соглашайтесь на оккупацию, ведите борьбу. То есть позиция Азербайджана известна. Азербайджан против войны, против оккупации украинских земель и поддерживает украинскую сторону. Азербайджан представляет гуманитарную помощь Украине. И по всем вопросам у нас совпадают мнения. Поэтому если даже какие-то стороны ведут переговоры в Баку, Азербайджан никогда не пойдет против интересов Украины. Пане Ільхане, ось вже від учора ми обговорюємо тему цієї таємної зустрічі, яка нібито відбулася у Баку. Якийсь альтернативний перемовний трек за незрозумілих учасників. Але деякі наші експерти висловлюють таку думку, що все-таки президент Азербайджану Ільхам Алієв не міг знати про таку зустріч, ба більше така зустріч не могла би відбутися без участі і погодження Анкари. Ось наскільки можна всерйоз сприймати таку версію і взагалі наскільки Ільхам Алієв залежить у своїй зовнішньополітичній діяльності і змушений звіряти компаси з Ердоганом. Да, и Турция стратегический союзник Азербайджана. Турция все время поддерживает Азербайджан. Азербайджан поддерживает Турцию. И, возможно, если азербайджанская сторона знала об этой встрече, то, наверное, об этом информировала и турецкую сторону. Турция, как и Азербайджан, против войны. Турция, как и Азербайджан, поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Недавно министр иностранных дел Турции Хакам Фидал был с визитом в Киеве и поддержал позицию Украины по крымскому вопросу тоже. Крым – это часть Украины, то же самое мнение у азербайджанской стороны. То есть, если вот такая встреча была в Баку, и если об этом знало азербайджанское правительство, то вполне возможно, что об этом знало и турецкое правительство и поддержало эти переговоры. Но с турецкой стороны я тоже не слышал никаких комментариев по этим договоренностям или по этим переговорам. Вчера и сегодня я пристально слежу за
медиа Турции. С турецкой стороны никаких заявлений по этой встрече в Баку не было. Ну, і з'явилася новина буквально нещодавно, що Лавров анонсував, що зустрінеться з Рубіо 23 липня. Говоритимуть про Україну. Якщо можете, прореагуйте коротко. Если вот такая встреча в Баку была бы с русскими представителями, с американцами, это было бы вполне понятно. Потому что американцы с того дня, как Дональд Трамп стал президентом, все время говорят об этой войне, хотят остановить эту войну. Были неформальные встречи, были официальные встречи. В Аляске встречался Трамп с Путиным, Кушнер и другие представители приезжали в Москву, российские представители были в Вашингтоне. Если бы в Баку была бы такая встреча с представителями России и представителями Америки, было бы понятно, что вот две большие страны хотят остановить, якобы Россия не хочет, а американцы хотят остановить войну. Поэтому вопрос актуален в том, что почему Германия? Да, почему у Германии нет таких рычагов для остановки войны? У американцев есть рычаги, давление на Путина. А у Германии нет такого рычага, что давить на Путина. Поэтому если встреча была в Баку между представителями Америки и России, это можно было бы как-то понять. Так, дякую вам, пане Ельхан, що ви долучились до нашого ефіру. За ваші коментарі. Ельхан Шахіноглу, політичний аналітик з Азербайджану, був з нами на прямому зв'язку. Запрошую вас до наступних наших ефірів.